Грех – это барьер, который производит разделение между людьми и отделяет нас от Всевышнего. Раз люди сами несут ответственность за свои действия и совершают грехи, зачем тогда Богу спасать их, а не ожидать, что люди ответят сами за себя? Бог есть любовь. Он дарит жизнь. Он создал людей, чтобы они могли иметь духовное общение с Ним. Но человечество предпочло действовать против воли Всевышнего. Люди выбрали грешить, и это отдаляет нас от Бога, источника праведной жизни. Грех передавался из поколения в поколение, как вирус, распространяясь среди людей, отделяя их от Бога и друг друга. Бог издревле говорил через своих святых пророков, давая новые заповеди и возможность следовать Его повелениям, но люди всегда нарушали их. Плата за наши грехи, отделяющая нас от Бога, — это смерть. Поскольку Всевышний совершенно свят и праведен, Он всегда поступает по справедливости, и значит, это против Его природы, чтобы просто так простить или игнорировать грехи человечества. Он не идет на компромисс со справедливостью. Он должен судить, и наказание за грех должно быть получено каждым. Но разве мы не можем жить праведно? Следовать всем заповедям или просто делать много хороших дел и так избежать суда? Нет, проблема в том, что люди не могут исполнять Божьи заповеди. Мы не можем жить без греха, и ни мы сами, ни наши хорошие дела не могут искупить нас. Казалось бы, мы обречены на вечное отделение от Бога. Но Всевышний не хочет, чтобы Его творение погибло. Он милостивый и любящий, и хочет, чтобы мы были прощены, жили с Ним, имея полную жизнь. Начиная с Ибрагима и продолжая через других пророков на протяжении веков, Бог по частям раскрывал свой план спасения, обещая послать Искупителя, того единственного, кто сможет заплатить за грехи человечества. Этот Искупитель – Иса, сын Марьям. Он сошел на землю со своего места славы на небесах, принял человеческий облик и жил безгрешной жизнью, которой мы никогда не могли жить. Иса Масих взял на себя наши грехи, претерпел наказание смерти за нас раз и навсегда, но смерть не могла удержать Его. Иса воскрес из мертвых, победив смерть и грех, и это дает нам возможность иметь восстановленные отношения с Богом, потому что за наш грех уже уплачено. Всевышний любит нас, и из-за того, что люди не способны искупить себя сами или заработать свое спасение, Иса искупил нас от греха и смерти, чтобы мы могли спастись и жить с Ним. Теперь мы можем принять жертву, которую Иса принес вместо нас, чтобы мы могли наслаждаться свободой и восстановленными отношениями с Всевышним Богом.